Здравствуйте! В эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И главные события на сегодня. Повсеместная угроза из-за льда. В центре, где много туристов ходит, там вчера теплело, падало прямо с крыши, прямо передо мной снег. Почему казанские крыши очищают не всегда и кто за это ответит? Выяснила Юлия Гоголева. Дорожная проблема теперь уже и в самих Куюках. Дорога узкая. Ее, конечно, немножко пошире, чтобы чистили, чтобы машины могли разъехаться. В эти выходные в Куюках в снегу застряла пожарная машина. Как так получилось, что спецтехнике самой понадобилась помощь, расскажет Вероника Гайнудинова. Жить стали дольше, уходить из жизни чаще. Как объяснить эту ситуацию? Что значит исправимся? Почему в Казани увеличилась смертность на коллегии городского управления здравоохранения, услышал Рамиль Шайдулин. В этом году получить школьный аттестат можно без результатов ЕГЭ. Вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам – по русскому языку и по математике. О каких новшествах надо знать каждому выпускнику уже сегодня, расскажет Наталья Мезина. В Куюках в кратчайшие сроки будет построена новая школа. Поручение за 2 недели разработать предложение сегодня дал президент Рустам Минниханов. Также он потребовал проработать вопросы транспортной инфраструктуры и возможность создания рабочих мест вблизи жилого массива. Напомним, в конце февраля жители Куюков на встрече с главой Пестричинского района попросили решить вопрос с нехваткой мест в единственной школе микрорайона. 2 недели назад на сессии Казгордумы Рустам Минниханов отметил важность создания инфраструктуры в агломерациях. Люди едут в город на работу. Если бы мы создали вот эти площадки на въезде в город, да, в город будут ездить, но не каждый день. Значит, у нас должна быть социальная инфраструктура, у нас должны быть возможности получить работу. О том, что транспортная инфраструктура в Куюках нуждается в развитии, сегодня мы увидели сами. Отправились снимать репортаж, как в эти выходные здесь застряла пожарная машина, которая ехала на вызов. В итоге стали свидетелями того, как большегруз утонул в сугробе. По словам местных жителей, улицы здесь узкие, чистят их плохо. Вероника Гайнудинова обо всем расскажет. Такого пожарные явно не ожидали. Вместо того, чтобы тушить огонь, им пришлось самим выбираться из снежного плена. Часа 2, наверное, тут гребли, разгребали, вон весь снег разгребали. Подъехал трактор и начал разгребать. Вот он, вот нам тут все загреб, потом у нас тут разгребал. Трактор застрял тоже. Как нам рассказали в Богородском сельском поселении, куда входят Куюки, пожарная машина ехала на вызов в СНТ «Алан». Там горела баня. По словам главы, дороги были очищены, а машину занесло на узком участке. Есть, конечно, проблемы с очисткой дорог, но на тот день, в крайне так как знаю я, техника работала. Дороги не такие широкие. Конечно, такие широкого формата машины такой и груженные, скажем, там, 9-8 тоннами воды, автомобиль пожарной машины снесло в бок. Похоже, это уже частое явление в поселке. Сегодня мы ехали на съемку к жителям, но наш путь преградил КАМАЗ. Он так же, как и пожарная машина, застрял в сугробе. Причем грузовик ехал на помощь легковушке. В соседней улице ехал вытаскивать машину. Застряла машина, попросил, сам не доехал. Дорога узкая, сам не заметил, как занесло. Ждем трактор, трактором постараемся машину выдернуть. Дорога узкая. Ее, конечно, немножко пошире, чтобы чистили, чтобы машины могли разъехаться. То есть машины не могут разъехаться. Проблему узких дорог в Богородском сельском поселении признают в планах их расширения. Да, можно признать, что они чуть-чуть узковатыми остались. Да, в планах расширения таких зауженных улиц, они, конечно, есть. Это, как правило, мы производим как раз в это время, чуть попозже, потому что и водоотводы воды, и снега. А пока жители вынуждены вытаскивать свои машины из снега спецтехникой, которая, как оказалось, и сама не всегда может доехать. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Пестричинский район.
3 человека пострадали в Казани от падения сосулек. Очистка крыши от снега и наледи сейчас главная проблема для городских служб. Тем более к концу недели синоптики обещают плюсовую температуру. За несвоевременную уборку в столице уже оштрафованы 72 управляющие компании. Об этом сегодня в мэрии сообщил начальник управления административно-технической инспекции Наиль Минвалиев. Антирейтинг районов города и топ злостных нарушителей в репортаже Юлии Гоглевой. Особенно когда теплая порода, все стекает. Ильнур Мингафин работает в службе доставки еды на дом. Сам может составить рейтинг неочищенных крыш, потому что каждый раз опасается за свою жизнь. В центре, где много туристов ходит, там когда теплело, падало прям с крыши, прямо передо мной. Подобное произошло и с жительницей Казани Алиной Сабитовой. Она живет в Советском районе. Боимся ходить, даже машину боимся ставить. Этот дом на улице Марселя Салимжанова обслуживают сами жильцы ТСЖ «Весна». С начала зимы за неубранные крыши и территорию двора их штрафовали уже дважды. Но, как мы видим, снежные шапки на крыше красуются по сей день. Между тем, штраф за неубранный снег и наледь для юрлиц до 500 тысяч рублей. С начала зимы к ответственности уже привлекли 72 управляющие компании. Некоторые из них повторно. Составлено 124 протокола. А на управляющую компанию «Сервис Индустрия», ТСЖ «Весна», ТСЖ «Тан» протоколы составлялись дважды в отношении юридических лиц. Как сообщили инспекторы, злостные нарушители среди ТСЖ и управляющих компаний находятся в Вахитовском, Советском и Приволжском районах города. И везде схожие проблемы – снег на крышах. В целом по Казани с начала зимы скатные крыши очищали уже 4 раза в период оттепели. Ежедневно задействовали для этого 250 человек. Но это не решило проблему. В текущем году за время оттепели произошло 3 случая падения наледи сосулек на жителей. Также имели место случаи повреждения имущества при сходе снежных масс, большая часть из которых падение снега с самовольно установленных козырьков. Прошу держать на контроле этот вопрос до полного освобождения крыши от снега. Особенно сейчас ответственные недельку, еще 10 дней. Поэтому главы районов, прошу управляющие компании следить за соблюдением полного цикла уборки снега. По нормативу толщина снега на крышах не должна превышать 30 сантиметров, а при оттепели его нужно сбрасывать и при меньшем объеме. Если в вашем дворе тоже нависла угроза сверху, сообщайте в открытую Казань или по телефону, который вы видите на экране. Юлия Гоглева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Подтверждено 3 случая смерти от ковид в Татарстане. Это мужчина 41 года и 83 лет, женщина 76 лет. За сутки в республике выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. 19 человек госпитализированы, 32 получают лечение на дому. В России же за сутки выявлено более 9 тысяч новых заболевших. Вакцины от коронавируса в республике привились более 93,5 тысяч человек. Вторую дозу получили больше 38 тысяч. Итоги пандемийного года подвели сегодня казанские медики. Они констатировали, ковид оказался коварным и опасным заболеванием прежде всего для людей с хроническими заболеваниями. Это сердечники, люди с болезнями эндокринной системы и желудочно-кишечного тракта. Как будут усиливать работу первичного звена и какое решение по зарплатам медиков ждут от федерального центра, в репортаже Рамиль Шайдуллина. Здесь наши коллеги. Итоги пандемийного года казанские медики начинают с успехов. Теперь в республике выпускают медицинскую одежду нового поколения. Надежную настолько, что она защищает от вируса, при этом не боится стирки. Всего за год поменялось и скорее даже усилилось многое, вплоть до формы медработников. Если раньше медиков принято было называть ангелами в белых халатах, то сейчас уже впору говорить о зеленых капюшонах. Все зеленые человечки, которые вы видите по телевизору или в больницах на фотографиях, это все наша спецодежда. Рассчитывает, сколько человек приписано в поликлинике. А это новая программная среда. Казанские разработчики и программисты из Иннополиса сделали сервис, который оптимизирует нагрузку на поликлинике. Нейросеть анализирует, какие специалисты будут востребованы в том или ином микрорайоне. Принять меры, исходя из не конкретной очереди в поликлинике, а исходя из состава населения, которое живет в этом районе. Нагрузка на больницы в пандемийный год выросла в 2 раза. Цементирующей основой всех наших действий являлась амбулатория. Именно от работы первичного звена зависело, насколько в тяжелом состоянии поступает пациент в провизорный госпиталь и насколько эффективны будут постстационарные действия. Владимир Жаворонков отметил, показатель смертности в республике стал самым низким в Приволжском федеральном округе. Первое место среди причин смертности – сердечно-сосудистые заболевания. Следом – эндокринные заболевания и болезни органов желудочно-кишечного тракта.
По итогам 2020 года больше 7 тысяч человек скончались в течение 3 месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции. И скончались они от болезней системы кровообращения. Особенно ковид опасен для людей с сердечно-сосудистыми болезнями, поэтому реабилитация постковидных пациентов сегодня одна из главных задач. Многие, победив коронавирус, не справляются с его последствием. Несмотря на серьезные угрозы, система здравоохранения выстояла, подчеркивает глава Минздрава. Оценка, конечно, работы системы здравоохранения Казани следующее. В военное время вы, уважаемые коллеги, выдержали удар. Чтобы справиться с пандемией окончательно, нужно, чтобы коллективный иммунитет достиг 70%. Для этого Минздрав открывает прививочные пункты, чтобы вакцину смогли получить все желающие. Еще одна из задач – усиление работы первичного звена. Вопросы возникают серьезно с кадрами. С учетом вплоть до предложения двукратного повышения заработной платы для медицинских работников первичного звена. С учетом того, что мы выходим с инициативы федеральный центр. В Казани в этом году увеличат количество коечных мест. Часть обустроит в 7-й горбольнице, часть в будущем новом корпусе 18-й больницы. Они будут работать на всю республику. Все для того, чтобы одновременно стационарным лечением охватить всех татарстанцев. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Сегодня второй компонент вакцины «Спутник Ви» получил председатель Госкомитета Республики по туризму Сергей Иванов. От коронавируса его привили в 7-й городской больнице. Процедура заняла около 5 минут. Привиться от ковид Сергей Иванов призвал и своих коллег. Туристический бизнес, по его словам, сейчас на подъеме. Восстанавливается и международный туризм. При этом вакцинация поможет ускорить этот процесс и скорее вернуться к нормальной жизни, подчеркнул председатель Госкомитета. Началось уже восстановление рынка. Я надеюсь, что оно будет идти максимально быстрыми темпами. Но в первую очередь, конечно, на это будет влиять и темпы вакцинации в нашей стране. Долгий путь в Россию. Как добивались экстрадиции похитителя бриллиантов на 160 миллионов рублей с казанской ярмарки? Читайте в интернет-газете «Реальное время». ЕГЭ по информатике впервые пройдет в компьютерной форме. Об инновационном решении рассказал сегодня министр образования Татарстана Ильсур Хадиулин. В этом году к сдаче единого экзамена готовится 18 тысяч школьников. Однако, чтобы получить аттестат о среднем образовании, выпускникам достаточно сдать обычный выпускной экзамен по русскому и математике. Топ самых важных изменений для выпускников у Натальи Мезиной. Вот продемонстрирую вам такой элемент углерод. Это самый важный элемент, я считаю, в нашей жизни. Каждый элемент менделеевской таблицы на зубок. Уже с 8 класса Амир Багаудинов точно решил, будет сдавать химию и биологию. Путь к профессии военного врача лежит через ЕГЭ. Я планирую поступать в Казанский медицинский университет. Без ЕГЭ я не поступлю в этот университет, поэтому я думаю, от ЕГЭ зависит моя дальнейшая судьба, и поэтому я активно к нему готовлюсь. Но сдача ЕГЭ в этом году не единственная возможность получить школьный аттестат. Если выпускник не планирует поступать в вуз, ему достаточно сдать традиционный госэкзамен по русскому языку и математике. А теперь о главных экзаменационных новинках этого года. Впервые ЕГЭ по информатике пройдет в компьютерной форме. То есть вот такие традиционные бланки уже ушли в прошлое. Вместо этого школьники берут в руки мышку, садятся за компьютер и показывают практические навыки программирования. Такую инновационную модель выбрали 2500 татарстанских школьников. Это на треть больше, чем год назад. Сейчас Минобр республики закупает технологичные компьютеры, сканеры и принтеры. Сдать ЕГЭ по информатике в республике можно будет в 83 пунктах. Мы знаем, что у нас съела пандемия определенную часть года, а в этом году мы уже знали о том, что нас ожидают такие изменения. Главное вовремя перестроиться учителю информатики для того, чтобы он уже передал свои знания и компетенции выпускнику. Бороться планируют и с низкими результатами экзаменов прошлого года. 24 татарстанские школы, которые показали плохие оценки ЕГЭ, включили в федеральный проект 500+. Здесь будут дополнительно работать с учителями. Мы за этими школами закрепили опытных руководителей, опытных завучей. Результаты зависят и от контингента, от
дефицита педагогических кадров, от профессионализма учителей. Многие-многие факторы влияют на результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и так далее. Звонок на ЕГЭ для 18 тысяч татарстанских школьников прозвучит 31 мая. Следить за сдачей будут более 6 тысяч педагогов. Наталья Мизна, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В Госсовете Республики сегодня состоялось заседание Комитета по социальной политике. Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец представила депутатам отчет о своей работе в минувшем году. Напомним, в этой должности она с сентября прошлого года. По данным детского омбудсмена, в год пандемии на 74% выросло число обращений, касающихся социального обеспечения. Очень много спорных моментов, связанных с конфликтами внутри семьи, когда, например, выплату в 10 тысяч рублей ежемесячную, которую выплачивали 3 месяца, да, для детей от 3 до 16 лет, получал один из супругов, который после развода не проживал с детьми. Зафиксированы случаи приостановки выплат из-за долгов в несколько копеек. Всего за год в аппарат уполномоченного по правам ребенка поступило около 2000 обращений. Также волновали вопросы устройства в школу, проблемы обеспечения жильем сирот и конфликты в семьях с детьми. Депутаты задали ряд вопросов, в частности, обратили внимание на проблему возврата в детдома детей из приемных семей. Несколько взволновал вопрос, который остался без вашего внимания. Это продолжающаяся тенденция возврата детей в детские наши дома из приемных семей. 72 возврата в 2020 году. Действительно огромная трагедия для ребенка, когда его возвращают обратно в детский дом. И я всегда в своей предыдущей работе делала акцент на том, чтобы перед передачей детей в семью все-таки более внимательно смотреть на то, кому мы передаем, почему мы передаем. Необходимо исключить материальную заинтересованность как основу. Обветшали стены, фундаменты и потолки. Историческая мечеть Тарихи в Зеленодольске нуждается в финансовой помощи. Первых прихожан она приняла еще в 1981 году. Это первая мечеть, которую построили в советское время. Сейчас здесь идет ремонт. Завершить его планировали к началу месяца Рамазан, отметив и 40-летний юбилей. Получится ли? Этот мечеть давно надо было ремонт делать. Диля Исхакова уже более 12 лет ходит в эту историческую мечеть. Для нее это второй дом. Каждую пятницу не оставляем. Джимга намаз находим. Ремонт мечети начали в прошлом году. Инициативу прихожан поддержал местный предприниматель Ильгиз Замалетдинов. Он еще в детстве ходил сюда вместе с дедушкой. Часть работы мы берем на себя, своими силами. И так вот есть предприниматели, которые тоже где желание стараются. Есть как бы финансирование, собран деньги прихожан. Насторожили прихожан трещины на стенах. Оказалось, что все дело в фундаменте, который успел обветшать за 40 лет, и поэтому изначально взялись за них. Сейчас здесь устанавливают теплые полы, отопление. А чтобы ремонтные работы продолжить дальше, необходимо еще более 2 миллионов рублей. В планах установить новые окна, обустроить территорию, отремонтировать стены и потолки, а также сделать вход с главной двери на второй этаж для женщин-прихожан. Дело тормозит дефицит средств. Все люди, как бы внося вот эти денежные средства, помощь, я думаю, для них найдется очищение, прощение Всевышнего. И как бы человек, он, найдя милость Всевышнего, он найдет великую, как бы сказать, вознаграждение. Все работы планируют завершить за 2 месяца, если откликнутся неравнодушные. Мечеть историческая. Практически это первая каменная мечеть, построенная в ТАССР. Ее минарет 31 метр, и посвятили его тысячелетию основания Булгарского ханства. Тогда мечеть строили всем миром, и сейчас на капремонт нужна помощь меценатов. Нафиса Минязова, Вадим Илларионов, ТНВ, Зеленодольск. Эшелон на Самарканд вышел в свет. Сегодня Гузель Яхина презентовала свою 3-ю книгу в пресс-центре ТАСС. Это роман «Путешествие о голоде 1920-х годов в Поволжье». По сюжету молодой красноармеец Деев и принципиальный комиссар по делам детей Белые вывозят 500 погибающих от голода беспризорников из Казани в теплый Самарканд. Автор бестселлеров Зулейха «Открывает глаза» и «Дети мои» писала 3-ю книгу 2,5 года. Роман тиражом в 70 тысяч экземпляров уже появился на полках книжных магазинов.
Я родом из Казани, я люблю этот город, и вообще все мои романы как-то либо начинаются на берегах Волги, либо вообще разворачиваются полностью, как роман «Дети мои». К тому же, все-таки понятно, что если я рассказываю о голоде в Поволжье, то я должна, наверное, начать эту историю где-то там, на Волге. Это все к этому часу. Оставайтесь с нами и до встречи в следующих выпусках новостей. В студии София Егорова. Здравствуйте. На нашу республику надвигаются очередные морозы. Об этом узнаем прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, предстоящие сутки в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево малооблачно, без существенных осадков. Похолодает до минус 12-13 градусов днем. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге ночью небольшой снег. Температура значительно понизится до минус 14 градусов. Морозно будет в Агрызе, Менделеевске, Актаныши. И здесь не исключен небольшой снег. В Арске, Кукмаре и Балтаси температура днем пониженная, минус 17-18 градусов. Ночью небольшой снег, днем малооблачно и без осадков. В Болгаре, Дрожжином и Буинске ночью и утром снег. Морозно, особенно днем, до минус 18. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше станет заметно прохладнее, до минус 16, не исключен снег. Холодный атмосферный фронт, ворвавшись в наши края, заметно охладит воздух. Температура воздуха понизится и продержится такая погода несколько дней. Банкетный зал Тантана – это уникальное пространство для проведения ваших мероприятий. Никахи, юбилеи и бизнес-встречи пройдут в атмосфере красоты и уюта. Блюда в лучших традициях татарской кухни не оставят равнодушными вас и ваших гостей. Тантана Казанның өр-яңа мәҗлесханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. В Казани малооблачно. Ночью и утром местами снег. Температура днем составит 18 градусов ниже 0. Ветер северо-западный порывистый. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Магнитное поле Земли спокойное. На этом наш выпуск завершен. До свидания.